Не совершайте противозаконных действий. С таким призывом выступили наши бывшие коллеги. Сегодня было обнародовано видео, на котором Дмитрий Кахно и Денис Студинский призывают белорусов не нарушать законы, не участвовать в несанкционированных мероприятиях. Для многих это было неожиданным, учитывая, что некоторое время назад шоумены ратовали совсем за другое. На этих кадрах видно, как они сами участвуют в протестных акциях. Работа на телевидении для меня всегда была хобби. Денег это, разумеется, не приносило. Я по договору там работал на телевидении. Это было приятное времяпрепровождение в приятной компании. Ты занимаешься при этом интересным делом, которое тебе нравится. 1, 2, 3 максимум раза в неделю ты приходишь, и вот 3 часа ты в кадре рассказываешь, весь вся восторженный, воодушевленный. Как работу я не рассматривал «Доброй раницы, Беларусь». Если бы я работал где-нибудь там в руководящем составе или был режиссером, да, наверное, я бы там как-то болел, сопереживал, продумывал планы. А когда ты ведущий, более того, ты ведущий, которому, по сути, в принципе, программу-то составили, сценарий у тебя есть, и вот, придерживаясь этих пунктов, ты вот, что в тебе накопилось, юмор, шутки, ирония, серьез какой-то. Вот все ты это вот выносишь. Я, как человек, окончивший ИНЯС, учил, читал, был вынужден любить. Что-то действительно, разумеется, любил, но не все программные произведения. А может быть, на английском какой-то сонет, пару строчек? Ну, Шекспира не вспомню, что-нибудь из Роберта Бернса. Давайте. Могу? My heart in the Highlands, my heart Пожалуйста. is not here. My heart in the Highland, my heart is not here. My heart in the Highland, chasing the deer, chasing the wild deer, following the row. My heart's in the Highlands, wherever I go. Сначала, конечно же, коронавирус. Длань свою наложила и отношение властей к коронавирусу. Разозлило это отношение полностью всех, и даже, мне кажется, тех людей, которые были на стороне власти. Как у нас тут разглагольствуют кругом карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего. Это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем? Появилось некоторое отношение брезгливости к людям у власти, которые не хотят замечать то, что происходит вокруг них. Ну, как это так? И потом ты думаешь, блин, ну я же еще и на вас работаю. Некоторая такая грусть-тоска. На улице Красной магазин «Симбалбай». Пошла информация, что там сурово разогнали очередь. «Симбалбай» закрывался, и он объявил просто распродажу всего. Обычные люди пришли поддержать магазин, который закрывается. Там 30-50% скидки. Кто-то чисто просто за скидкой пришел. А на второй день ничего не было. Я действительно отстоял очередь. Я купил чаек, вышел, сразу записал текст для социальных сетей. На белорусском языке обязательно. И вот с этого, скажем так, началось. Меня на следующий день начальство телевизионное вызвало. Там был не только я один, там все были телеведущие, кто работал в прямом эфире. Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсман начал свою речь с того: ребят, да куда вы лезете? Вас же используют. Это же все по методичкам происходит. Я говорю: Иван Михайлович, стоп. Где эти методички? Кто меня использует? Где эти кукловоды? Я вам говорю о том, что я увидел своими глазами. Говорит: Денис, это все было специально подстроено, чтобы ты и такие, как ты, увидели. Вас купили просто. Вас вот будут выводить на площадь потом. То есть снеслась какая-то такая несусветная чушь, разговора никакого конструктивного не получилось. На второй день меня вызвали опять к начальству и сказали: Денис, зря ты, конечно, это все полез. Мне очень понравилась эта фраза. Зря. Давай мы пока ты не будешь выходить в эфир. Я говорю: как скажете, мне выше, у меня здесь начальство. Давай, вот пока все не уляжется, тебя не будет в эфире. Я говорю: пока все не уляжется, хорошая формулировка, окей, все. Я продолжал писать, высказываться, а что? Разумеется, это все не нравилось. Там наверху от одного мероприятия отстранили, потом позвонили нам со Славянского базара, сказали, что нет, Денис, все-таки нет. Денис и Катерина, вы нет.
Дамы и господа, ведущие 28-го международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» Катерина Раецкая и Денис Дудинский. Я бы не сказала, что все испортилось или поменялось, потому что там Денис решил быть честным, или потому что он поддержал условно мою позицию, потому что взгляды, они же со временем формируются, они были сформированы уже и в это время. Другой вопрос, что наши проблемы, назовем их так, наши особенности согласования наших персон на какие-либо мероприятия, либо несогласования, снятие, отмены, внезапные изменения ведущих день в день, все это началось гораздо раньше. То есть здесь это просто была точка, в которой уже закончилось все, потому что то, как нас снимали с мероприятий, с фестивалей, с разных концертов, это истории много лет. Меня с моим товарищем и коллегой Димой Кахно в один день, в 1 минуту, операция такая была, в разных концах города мы находимся. Его с группой захвата задерживали в масках с автоматами, лицом вниз. Я спросил, а почему, собственно говоря, почему у меня нету такого контента офигенного? Почему ко мне просто подошли, я из офиса выходил в 6 вечера, говорит, пройдемте вот туда. Говорит, там камеры у него на доме висели, там это красиво можно было сделать, а у вас здесь нет камер никаких. Думаю, давайте обраточку сделаем, найдем место, где и красиво, чтоб как пацан, а вот не вот без этого, пройдемте, уныло. Ну, шутки, горькие шутки, конечно, злые шутки, но как могли, пытались мы это иронизировать, эту ситуацию. Я не узнала, что Дениса задержали. Я угадала скорее, потому что когда человек не поднимает трубку, когда у вас есть договоренность, что вы встречаетесь в определенное время, в определенном месте, человек поднимает трубку и сбрасывает. Мне хватило, мне кажется, 2 минут. Меня еще наши товарищи уговаривали. Да нет, он, наверное, в метро. Да нет, он, наверное... Мне было понятно в ту же минуту. На днях Дудинский и Кахно были задержаны за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, за что получили по 10 суток. А буквально через день после решения суда они вновь изменили свою позицию. И вот что заявили сегодня. Предлагаем послушать. Я участвовал в незаконных, несанкционированных шествиях, маршах, акциях, митингах. И на своем примере хочу предостеречь всех тех, кто собирается выходить на незаконные митинги, акции и шествия о последствиях. Последствия будут обязательно, и последствия не такие мягкие могут быть, как вы об этом думаете. Первый этап был, это, Денис Игоревич, вам надо будет уехать из страны. Я говорю, на как долго? Волшебная фраза, пока все не уляжется. Это сентябрь был. Я говорю, примерно, как вы думаете, когда я? До Нового года точно надо вам будет уехать. Берете жену и садимся в нашу машину. Вы только определите, вот вам ночь будет, определите, куда, в какую страну, чтобы нам подготовить для границы все документы. На следующий день опять меня вызывают, опять эти же люди сидят и говорят, Денис Игоревич, все хорошо, не надо никуда уезжать, все, здорово. Надо тут одно видео записать. Я говорю, нет, вы знаете, наверное, я выберу уехать. То уже не работает предложение, надо. Ты говоришь, Денис Игоревич, неужели вы думаете, что мы люди в звании, пришли сюда с камерой, и вот вы нам скажете, нет, не хочу, не буду, мы скажем, ладно, до свидания, не хотите, надо, и уйдем. И дальше там, конечно, ты понимаешь, когда тебе говорят, вот, показывают фотографии. Говорит, да, ты сразу подпрыгиваешь и говоришь, давайте, включайте вашу камеру, я вам сейчас все расскажу. Конечно же, чтобы не навредить другим людям, чтобы оградить как-то друзей и товарищей, родных, близких. Конечно, это надо. Я задал вопрос, мне интересно, кто заказчик, кто продюсер, кто мой зритель, на кого я работаю. Они не скрывали этого. Вы прекрасно знаете. Женщина по имени Наталья. Я записал видео, тут же его скинули
девушке Наталье. Мы посидели какое-то время. Так, все нормально. По шпаргалкам, по каким-то заметкам в чатах ты учишься там собирать передачи, учишься колбаску нарезать правильно, понимаешь, что можно, что нельзя. Я должен был сидеть 10 суток, но меня почему-то попросили еще 2 суток посидеть. Я так думаю, это потому было сделано, что в субботу должен был выйти, а митинги, протесты дальше продолжались. И, наверное, хотели, чтобы я в этом не участвовал. Я поменял за 12 суток 7 камер. Было такое, что я в день 2 камеры. То есть с вещами раз перевели меня в соседнюю камеру. Ну ладно, вечером с вещами другую. Не понимаю, почему. Стук в дверь, у нас нету звонка. Я оделся, я взял мусорное ведро уже вынести, и мне нужно было конкретно по делам ехать. Ну вот, блин, вот это мне сейчас не в тему вообще. Я смотрю в глазок, и там такой плюша стоит. Такой деточка, боже мой, стоит. Милый совершенно, с таким коротким ежиком, с папочкой. И я не буду открывать. Он пошел, видно, к соседям узнавать, как до меня там дозвониться. Я выскочил, все, и пошел. Вот, потом меня набрал, а я уже понимаю. Здравствуйте, товарищ участковый. Ой, Денис Игоревич, а почему вы поняли, что я участковый? Говорю, это у меня свои каналы, свои связи, немножко пуганул. Он говорит, нам было разъяснительную беседу провести. Говорю, хорошо, это по телефону было. Рассказываю. Значит, смотрите, на данный момент у нас политическая ситуация такая. Нет, Денис Игоревич, вы не поняли, это я должен среди вас разъяснительную беседу проводить. Я говорю, нет, тогда неинтересно. Вообще неинтересно. До свидания. Меня очень-очень разозлили эти вот вызовы на разъяснительные беседы с человеком, который мне, наверное, в дети годится. Черт побери. И в итоге вот наша переписка. Иван Иванович, мне 47 лет. Я жил еще при СССР и видел Брежнева. У меня высшее образование. Я владею 3 иностранными языками. Я 20 лет проработал на радио и телевидении. Я объездил полмира, побывал в 100 странах. Был даже в Гондурасе, Сальвадоре, Гвинее-Бисау, Зимбабве, на Мадагаскаре. Я написал и перевел, составил более 50 книг и энциклопедий. Мои любимые писатели Чехов и Набоков. Я видел Минск 16 августа и провел на Окрестино 12 суток. Мне пожимал руку сам А. Солодуха. Ну о какой профилактической беседе может идти речь? Я до сих пор как-то удивляюсь, потому что задерживать семью – это неприятное ощущение, когда в дверь стучат, и ты уже по темпоритму этого стука, либо по тому какое-то время понимаешь, что что-то не то. Департамент финансовых расследований пришел, провел осмотр, обыск. Нас отвезли с женой в ДФР. Мы так и не смогли понять, что от нас хотели. 3 дня мы ходили туда как на работу. С утра до вечера, с перерывами на обед. У нас все строго по закону было. Вот наша открытая бухгалтерия в ООО, вот мое ИП, вот Катина ИП, вот все документы, вот все налоговые, вот все банки. Ну, смотрите, все, что захотят, все докажут. Поэтому в какой-то момент мы с Катей под большим давлением друзей приняли решение, что пусть это проверка, следствие или что там, оно себе идет, но уж будьте любезны, без нашего участия давайте. Мы будем всячески помогать и содействовать, но мы будем только не в Беларуси. А какие варианты? С момента, как ты выходишь из дому, и вот этот вот в последние, по крайней мере, не знаю, там в этом году, 5-летки, 10-летие, ты не знаешь, насколько ты этот ключ поворачиваешь в своем любимом доме. Все, у тебя вариантов нет. У тебя дальше варианты просто прокатит, не прокатит. Это у меня гастроли были. Здесь, извините, гастроли. Я во Львов ездил. Денискины рассказки, Чехов и все-все-все. Многие пришли, я так понимаю, с фигой в кармане. Так, ну-ка, что это у нас здесь на российской мове будет
происходить такое в нашем Львове. Нет, ну, я вышел, сказал, я из Беларуси, да, я учу украинский язык, но пока, простите, пока вот так вот. Ну, все растаяли и начали уже, и вопросы задавали, уже и про Беларусь вопрос задавали. А что у вас там? Ну, а что, вот такие вопросы. Ну, а что у вас там, вот ваши эти, вот что это там у вас? Я каждый день, я смотрю, я переключаю каналы, я смотрю, что здесь на украинском телевидении происходит. Оно живет. Огромное количество телеканалов. Этот канал принадлежит этому, этому. Здесь такое шоу, здесь такое. Здесь такую повестку политическую доносят до зрителя. Здесь совершенно противоположное мнение, что у нас в Беларуси невозможно было представить. Я потихонечку в эту сферу вхожу. Если вот это отмотать время назад и знать наперед, что с тобой произойдет, разумеется, вопрос о том, жалеешь ты или не жалеешь, как бы ты поступил, он даже не стоит и не рассматривается. Это не категория нравственная, вот это вот делать или не делать. Нет, это, нет. Я бы, наверное, чуть-чуть где-то что-то подправил и усилил вот эту вот ноту нажима. То есть, когда ты что-то пишешь или говоришь, или призываешь человека, ты как-то просто от себя это говоришь, написал пост, это потом до тебя доходит, и тебе другие люди говорят, что Денис, мы за тобой наблюдали, мы тебя читали, мы тебя смотрели и слушали, ты для нас фигура, мы на тебя ориентировались, и вот только поэтому мы сейчас с тобой, и мы пошли. И ты думаешь, это же действительно, я, наверное, для кого-то был звездой путеводной, что ли, лидером для какой-то небольшой группы. Я не готова к тому, что мы не сможем вернуться. И я себя к этому не готовлю, и если меня какая-нибудь хворь несусветная не сразит, то я все-таки с точки зрения тайминга понимаю, что есть такая вероятность. Вот. И в отличие от Дениса, я не думаю о том, как завести и заводить жизнь в какой-то другой стране. Я думаю о том, как быть эффективной, самореализоваться в любой стране, но заводить здесь дом или второй дом, даже если неизвестно, сколько придется провести здесь времени. Как Катя, я не настолько самолюбивый. Я считаю, что дом там, где я и где моя жена. Но, конечно, не хватает друзей, не хватает знакомых стен, любимых стен, не хватает вон той кафешки или вон той чебуречной. А что? Вот такая плата за то, что ты когда-то позволил себе выступить и высказаться.